Когда мы думаем о личности человека, мы непременно подразумеваем о масштабности его восприятия, о масштабе его образного мышления, как он думает, как он воспринимает окружающий его мир, куда его влекут его мысли, и, рассуждая невольно, хотим знать, куда устремлено его глубинное сознание. Таким образом мы постигаем человека как личность, знакомы с его трудами, мы начинаем думать о эпохальной значимости этого человека. Такие люди, личности, способные менять образ мышления не только отдельно взятого человека, но и народа. Разумеется, я не беру весь мир, многомиллиардное население человечества, я беру отдельно взятый чувашский мир. И личность нашей эпохи Николая Григорьевича Кондрашкина, которому стало возможным повести народ за собой, заставить себя слушать, он вторгся в эволюцию сознания человека, увековечивая память выдающихся людей не только прошлого столетия, но и родившихся раньше и служившие народу. Ну, профессор, они народ стеснительный, так что это мы студенты такие были, так что... Зак, мы пообщаемся немножко. Можно сказать, что ничего не изменилось, так ведь? Сюда. Стены те же Самое главное, самые. не только стены, запах тоже. Я говорю, зажги сюда. Когда масляной краской начинает сверлить ноздри, я начинаю пьянеть, понимаете. Потому что всегда так было. Как только мы в мастерской, я юный год начал работать. Значит, приходилось дом художников собирать. Вот этот запах, он остался у меня самым дорогим запахом. Понимаете? Это запах воспоминаний. Но самое обидное, вот теряем самых ценных людей. Вот я говорю, вообще их уже нет давно. И многие другие мои коллеги уходят. Вот это вот. Вот не хватает, привыкаешь к этому. И вот это ощущение беднее становится, когда родные, близкие уходят, понимаете. Зато смена растет. Ну, смена, конечно, эволюцию не за нами придумал, это Всевышний придумал. Наверное, все это правильно. Так, как нас зовут? Представьтесь кто-нибудь. Ксения. Ксения? Да. Очень приятно. Ну, меня дядя Коля можно назвать. Ну, официально можно Николай Григорьевич Кондрашкин. Скульптор, писатель. Вы рисовать, да, хотели стать художником быть, да? Не совсем. Не совсем? Я себя искала, это уже, наверное, старший класс, где я поняла, что хочу рисовать. Ну, ведь судьба такая штука, каждого по своей дороге ведет туда, куда душа просит. Я с детства хотел стать художником. Каждый год, вернее, были школьные выставки, как вы знаете, вы тоже проходили. Сенгазеты прочее привлекали, стал подрастать, потом пластовские представители приезжали в Ульяновскую область и искали. Дважды меня прятала мама, потому что я рос в многодетной семье 8 человек было, я второй. А мама боялась, в школе уйдет, ну, ведь кормилец, понимаете, подрастал постепенно. Вот это мне обидно было потом, когда я узнавал, что мама прятала, куда-то посылала меня в поле, мало ли куда. А потом мне говорят, вот приезжали, тебя искали, ты где был, почему хотели с тобой поговорить, писать, меня забрать. Но тем не менее, если сильно хочешь все это, потом работал в совклубе 2 года. В это время я поступил заочно, тогда был университет в Москве, Московский университет искусства имени Крупской. Вы помните, знаете, да? Да, знаю. Вот, Ротанов, Николай Иванович Ротанов, это черт помню. Там, значит, десятки писем были, очень толстые, основательные, по несколько страниц. Это Свет Авитахол называется. Девушки, знаете, кто такой Авитахол? Ну, будете знать, когда прочтете эту книгу. Авитахол
Это имя великого, значит, повелителя болгaro-чувашского народа, мы говорим, ну, болгарского этноса. Потому что настолько глубоко его отождествляют некоторые Аттилом, некоторые с его отцом. Ну, в истории есть такие небольшие, значит, неточности, но весь мир его считает как бы Аттилом. Аттил, мы знаем, это Волга, по-чувашски звучит Атол. Это название осталось еще с тех времен, значит, имя Аттила носит Волга. Поэтому вот мы волжане, мы все волжские болгары, поэтому и такое название. Тут это мои рисунки сохранились, вот деревенские, это дядя Саша называется, это раздумье. Николай Васильевич Овчинников, мой учитель, не только учитель, мой наставник. У меня он был дипломным руководителем. Вот, поэтому это мои учителя, это Мещанский учитель Романов. Кстати, у меня 10 учителей были учениками Яковлева. Да, хорошо. Поэтому вот это как раз тоже замечательно. Вот мы видим, значит, где сейчас можно мельницу увидеть настоящую. Вот это большая редкость, это вообще чудо. Когда попадается, я обычно даже на трассе останавливаюсь, поснимаю, поставить подойти поближе. Это Николай Ашмарин, у меня стоит мастерской уже 3-й год, который установить никак не можем на могиле. Это 2 года назад, значит, чувашские академики говорят: Николай Григорьевич, вы скульптор, помогите нам, пожалуйста, восстановить вот это. Мы были, говорит, на кладбище, там все заржавело, мы заплакали. Я говорю, с удовольствием, я говорю, я сделаю, дарю. Вот дарю 2 года уже, но никто реально не поддерживает. Хотя бы установить гранит, мрамор надо немножко, небольшие средства. Вот это тормозит. Тут другие, здесь, значит, это первый артист Советского Союза чувашской национальности. Это Ургалкин. В этом году весной я установил Ургалкину памятник на малой родине Сингелея. Это Елаур. Вот тоже как подарок там. Много тут таких вещей. А вот интересный момент. Это, значит, 50 лет тому назад, когда я работал за клубом. Тут меня можно узнать. Вот я сбоку стою. Потому что увлекался фотографией. Я их установил, а потом поставил аппарат автоспуском, сам стал сюда. Вот сохранилась вот история, это сегодня история уже, это моя мама и 8 детей. Старшего брата уже нет живых, остальные, дай Бог, пока. Здесь старший брат, это отец инвалид войны. Вот это, я пишу о том, что как искусство развивалось, как, вернее, творческие мои проекты реализовались постепенно. Это один из моих предков, это основоположник села Средние Тимирсяны. Село Средние Тимирсяны – это как бы духовное возрождение чувашского народа. Яковлев привел туда, мы уже говорили, не первый раз говорим об этом, своего первого ученика, обкатывали первый чувашский букварь, вернее, первый чувашский букварь, Яковлевский букварь. Хотя буквари были и раньше тоже. На 100 лет раньше Рожанский писал на чувашском языке. Ну, это немножко, если преподнести нам историю, так, мы так говорим. Хотя она намного... Современная. Да, намного глубже. Вот поэтому это Катрак, основоположнику государства Волжской Болгарии. Поэтому дарю. Спасибо большое. Спасибо, очень интересно, почитаем. Ну что ж, время не ждет, мы записались к министру культуры на прием, поэтому мы еще увидимся обязательно. Да, очень надеемся. Приглашаю завтра на общее собрание Чувашской национальной академии, где сегодня будет 10 часов начала. Там будем принимать новых членов и будем отчитываться перед культурным обществом
чувашского народа своими проектами и прочим. В этом году мной установлено 12 памятников. Этот отчет я буду Да, спасибо представлять. большое. Все, спасибо. Ага, спасибо вам. Ну, девушки, было очень приятно. Вы очень такие говорливые оказались. Спасибо, до свидания. Увидимся еще. Ну, с тех пор, вот, видно, зерно-то уже заложено. Там от яковлевские ученики, меня они постепенно внедряли, капали. Вот это. Оно у меня уже, самосознание это было, потому что ничто иное меня не привлекало, вот эти все. Хотел спросить, Я Пушкина помню, Тимове там стоит памятник, нет Яковлева? Ульяновский хороший памятник стоит на горном деревня Яковлева там. Там тоже стоит. Стоит, да? Там бюст стоит хороший. Ну, бюст прекрасно. На горном работе. А, Володя там делал, Да. точно, да. С Володей общаетесь, наверное, да? Да, общаемся, конечно. Мы Там- даже родственники. Ох, как здорово. Там еще есть, у вас, смотрите, в Ульяновской области один есть чуваш, который занимается вот этими вещами, да? Как же фамилия-то была? У меня записано, он книжку издавал, декоративные вот эти. Вот так вы знаете? Искандеров? Искандеров, о! А мы с ним друг друга хорошо знаем, да? Искандеров, да? Он издавал как раз чувашский орнамент, символика и прочее, все это. Он занимался, исследовал это дело, да? Они с Володей Нагорным, он дружит, да? Ну Вот да, так. Он да. приезжает, останавливается у него, а с Володей... У меня более такой широкий, значит, аспект охватывает мои замыслы, планы и Прекрасно. апробированные работы. У меня Чапаев, даже Чапаев я люблю где-то 30 лет тому назад. Для колхоза имени Чапаев, студентами еще был. Ага, ясно. Потому что и Чапаев, Фашмарин и прочие, вот чувашские вот эти представители, у меня около 20 этих образов, они созданы все. Они уже установлены. Да, а часть самых лучших учеников Яковлева мы уже установили. Они подарены мной. Прекрасно. Николай Иванович, загляните к нам. Красивое название. Ага. Красивое название. Да, да. Шикарно. Я бы вам подарил факультет книг, при себе сейчас нет, понимаете, вот это, которое я сам написал. Писатель факультета был. Ну, Ни разу еще не сдавалось. мне никогда. приятно Да. то, что я могу подарить свою книгу одному из профессоров. Да, спасибо. Чувашских, потому что Овчинникова уже нет живых, потому что он был не только моим учителем, наставником был. Он церемонился. Он тоже был моим учителем. Мастерских я бывал там. Он когда рисовал портрет Хузангая, в Хузангае я видел обстановку. Хузангаем, это вот великое счастье. Сидит, вот, Хузангай. Да, и мы прикоснулись к истории уже тогда. Вот это просто великое счастье, потому что эти воспоминания, они самые ценные, самые дорогие для меня. Это ваш псевдоним получается? Да, псевдоним такой. Красиво. Ну, это Красиво, весомо. с тех пор еще, со студентских лет, контур. Да. Меня уже студенты, Называли, да? пока поступали, они уже, кондор, что кондор. Ну, я не думал, не гадал, но ведь Красиво же. редко выберут, на самом деле красиво. Очень красиво. И символично, и очень мощно, и весомо, и независимо сильно. Как Олег Самана, Да. мой друг, в одном из фильмов говорит, он заключение делает. Это, говорит, он орел, это, говорит, самая крупная птица. Николай Кондрашкин. Понимаете? Это, может быть, несколько пафосно, но приятно. Хорошо. Вот я посмотрел, Булгар Чуваш написан, да? Я вчера был в Ешкарле, конференция была. Я как раз по Булгар Чуваш, я в Волжской Булгарии, в Волго-Камском регионе, вот это как раз было. Ну, знаете, это у меня был большой доклад. Называется у меня Волго-Камская культура земли предков на реке времени. Вот так. Об этом мы будем говорить завтра. Завтра общее собрание Я вот так Чувашской выступал. национальной академии. Если найдете время прийти на часок, 10 часов начала, Хорошо. с 10-11 примерно, мы принимаем там некоторых новых членов, отчеты делаем год один раз. Это там собирается плеяда самых таких активных общественно-культурных деятелей, как Талеров говорил, Николай, как можно больше пусть приходят, потому что там работают не по принуждению, а по призванию. По велению души. Да, там мы не деньги хотим, там
вот свои, значит, замыслы, свои планы реализовать общими усилиями. Самое главное. Прекрасно. Спасибо еще раз за книгу, шикарная книга, поэтому я полностью разделяю эту точку зрения, да. Увидимся еще, рад продолжим вас такие нашу награды, конференцию. все прочее есть. Если Да. значит, завтра мы Да. увидимся, это было Да. бы еще лучше. Значит, это очень хорошая книга. Конечно, вот наш выпускник, она бы могла быть и у нас в библиотеке, наша библиотека, понимаете? У нас обычно... Ну, ты часто ты донатишь. В библиотеке можно оставить, потому что в библиотеке приняли, у нас собирается очень много литературы. И вот здесь, как раз на этом факультете, я 12 лет вообще работал деканом, вот видите, специальность открыта вот эти, да? Это все я открывал. Я уже пообщался Видели, с да? учениками там. Вот эта специальность я открыл в 2005 году. В 2004 занимался документами, в 2005 открыли, а потом провели мы 50 лет факультета. За все время ни одной книги не написано было на факультете. Ну, я слежу немножко за Я этими историями. издал книгу, вот такую книгу там. Библиотека есть, да? Библиотека она есть, она, может быть, и здесь деканат, и в смысле на кафедре есть там, да? В общем, сам я автор этой книги занимался этим, вот это издал. И что такое, значит, вот книга издавать эти вещи. Я знаю технология, как она делается, как пишется. Ну, самому приходилось много раз издать. Романов, почти мы, вернее, Зудилов тоже. закончил. А? Зудилов закончил. Да, ну, Ульяновские тоже, они стабильно шли тоже друг за другом, вот так, потому что, ну, куда Чебоксары, это же столица Чувашии, мы в Ульяновске живем, но мы Чуваши все же. Да. Поэтому тянуло сюда, потому что культура, искусство, это оно наболело с детства. Рисовали хорошо, сами понимаете, клипы в основном те, кто хорошо рисует. У вас Овчинников был, да? Овчинников, да. У меня Овчинник был, он не просто как вместо отца, я считал даже. И в межсессионный период он говорил: Николай, значит, я тебя жду через месяц, летом, обязательно приезжай. Он корректировал, поправлял. И очень четко улавливал. Он говорит: ну, конечно, ты живописцем не станешь, но художником хорошим станешь. Это его слова, понимаете? Я скульптор, достаточно вроде, ну, делаю каждый год несколько работ. В этом году, в частности, уже 12 бюстов, 12 образов. Ну, половина героев Великой Отечественной войны. Ну, и великие представители чувашского народа, над которыми я вообще работаю. У меня солидный список чувашских представителей, начиная от Кубрата, Катрага, основоположники государства, первое государство Волжской Болгарии. Потом Ашмарин стоит во дворе уже 3-й год. Вроде востребован, хотят не выбрать, надо ставить. Ну, я говорю: ребят, как минимум вы должны изыскать небольшие средства, хотя бы на прямые расходы. Потому что там гранит надо прочь перевести, устанавливать все это. А бюсты я дарю в основном вот эти. Потому что... Ну, сейчас тяжелые времена, конечно. Ну да, года идут. Овчинникова не можем никак поставить. У него на родине тоже куча проблем возникает. Как-то поучаствовать в проекте хотел. Ну вот надо сначала с финансами решить. Вот сейчас тоже пытаемся в Марпасаде, у него же там работа в галерее, сейчас там будет реставрация. Вот хотим как-то поднять опять всех, чтобы сделать. Вот несколько книг моих, которые, вернее, обычно мои коллеги говорят: Николай Григорьевич, ты частенько про себя пишешь. Я говорю: слушайте, про кого писать? Конечно, я себя лучше знаю. Через свои труды, через свои проекты, замыслы, ну, получается книга. Вот с болгарами мы связаны. В Болгарии стоит у меня памятник Мигулаю Ульбек, бронзовый бюст. Сегодня будем договориться в министерстве, когда они дадут мне согласие ехать со мной на торжественное открытие. Уже он год стоит, а торжественное открытие. Это все ваша работа. Это моя работа всегда. Здорово. А мы Чуваш, это, то есть сделали выставку там нашего союза в Ульяновске. Это год назад, что ли? Не помните, не были? Ульяновский. А Ульяновский союз здесь у нас сделал, мы там в вашем союзе.
делали такие? Вообще, сейчас есть проект президентского гранта, вернее, конкурс. Мы в этом году решили все-таки поучаствовать, отправили заявку. И знаете, пока приняли. Это где? Ну, Москва принимает. В Москве это фонд президентского гранта. Там хорошие суммы отпускают. Мы заявили на 3 миллиона, посмотрим. Если это сработает, значит мы еще поработаем. Потому что там Интересно. вот эти интересные были. Это я оставлю декоративы, сейчас договорюсь. Много ли таких людей, искренне верящих в свой народ? Единицы, но эти единицы несут людям заряд бодрости, уверенность в завтрашнем дне. Каждый на своем месте отеческим взглядом видит перспективу развития страны и стремятся направить в правильное русло в течение времени сознание каждого человека. И они твердо знают, дорогу осилит идущий, что ими движет, прежде преданность своему народу, и они служат своему народу, людям, материализируя в них нерушимость основополагающих, фундаментально значимые ценности бытия, жить во имя процветания и развития человечества. Эта идея не нова, так было, так должно быть. Только коллективный разум может вывести человека из тупика и продвижения вперед. 4 раза я бывал в Болгарии, с докладами от имени Чувашской академии выступал. Тема дружбы народов и научно-культурный обмен. Десятки меморандумов подписаны, приняты, созданы, филиал Союза независимых болгарских писателей. 4 наших академика стали почетными членами этого филиала. Потом филиал научной академии МАБИК. Там тоже 4 почетных академика среди наших чувашских академиков. Они получили это звание. Взаимно мы обмениваемся каждый год творческими проектами. Поэтому эту работу просто так откладывать под сукно это нельзя. Сохранение исторической памяти для нас не пустые слова. Я сегодня не хотел говорить об этом, потому что все знают абсолютно об этом. Я каждый раз выступаю, докладываю. В 2015 году мы привезли 15 ученых болгар, провели замечательную встречу. Это научная конференция была. В Ульяновске провели, в Казани и в Чебоксарах. Но в Чебоксарах мало приняли участие по той же причине, потому что Ерагин участвовал, Саньял, Егоров, Николай Иванович, молодцы, я им благодарен, они поддержали. Но мы остаться не могли, даже нам место не забронировали, поэтому мы вынуждены были полностью возвращаться на автобусе обратно в Ульяновск. Так что, если кто-то обижается, что мало здесь мы выступили, они готовы были остаться на пару дней здесь, но не получилось. В следующий раз, если вы будете поддерживать, мы эту же сценарий разыграем несколько иначе. Специально в Чувашии устроим научную конференцию. Мы уже созрели для этого, есть что сказать. Болгары давно хотят. Еще один больной вопрос. Я с собой из Чувашии никого забрать не мог туда, как представитель, вернее, как руководитель делегации, чувашской делегации. Из Башкирии со мной ездили дважды 2 года подряд. Это поэтесса Иванова и режиссер Игнатьев. Они остались довольны и еще хотят. Так что изъявите свое желание, дайте мне знать.
я включу, оформим и поедем в следующий раз. Они снова приглашают нас. Так, я заканчиваю, что могу сказать. Вы сегодня видели мою небольшую выставку здесь. Это мои труды, может, громко сказано, это труды моего творческого центра. Там несколько нас бригада художников, поименно называть не буду, потому что очень сильные ребята. Мы сегодня установили в этом году только 12 памятников в 3 регионах. Это аллея героев в Новоспасском районе, там 8 героев, значит 2 героя в Старомайнском районе и 2 памятника. Один Сингерея Ургалкину, все знаете, Ургалкин первый артист Советского Союза, вернее из Чувашии. И установили убибатору по инициативе чувашского академика Владимира Ярухина, потому что они захотели, я поддержал. Эти памятники можно считать подарком от нашей бригады чувашского народа. Все, спасибо. Да. Спасибо. Книги в руках. Хотите несколько слов после выступления? Задел выступление, поедете сюда, наверное. Да, хочу добавить 3 слова и воспользоваться моментом, вернее, подарить вам свою книгу и словарь «Самоучитель болгарского языка». Поскольку мы все здесь болгары-чуваши, мы должны знать болгарский. Хотя чувашский язык – это старый болгарский язык. Никто не отрицал, потому что ученые, это учеными доказано, да. Потому что вот эта книга мне в Министерстве культуры Болгарии, Болгарской республики вынесли целую коробку. 20 книг там было, но привезти я не мог, потому что тяжелые они. Я отказался просто. Они говорят, вот, они подарили мне, чтобы привезти, раздать. Я стал другой вам, моему учителю. Тогда будет Потому что директор... Володя, подойдите, пожалуйста. это на личное пользование оставьте. А для музея я оставляю еще свою новую книгу «Свет Авитахолла». Авитахол это отождествляется нашим самым древним предком. Вернее, Авитахол, некоторые ученые зарубежные имеют в виду Аттилу. Поскольку это так, значит, я вам преподнесу. Подождите, пожалуйста. Вот эту книгу Николай Кондрашкин «Свет» я передаю в библиотеке. Библиотекарю передайте фонд. Я много дарил и буду дарить, чтобы когда вы отремонтируете, приедем на открытие и мы делаем такой подарок, бесплатно подарим самые хорошие, лучшие книги, чтобы библиотека была у нас добрейшей библиотекой, и детская библиотека была основательная, и взрослая. Я очень хотел бы. Спасибо вам. Большое спасибо, Лев Пантелеймонович. Здоровья, счастья, то, что вы для нашей деревни очень много сделали и делаете. Еще раз большое спасибо. Спасибо. Кульминации. Значит, от имени Центрального совета чувашских старейшин я намерен преподнести почетный знак Аттилла, поскольку мы заговорили об Аттилле. Аттил – это наше все, болгаро-чувашского народа. За продвижение международных, научных, культурных и творческих проектов и за продвижение народной дипломатии. Спасибо, очень хорошие. Мы гордимся вами. Спасибо, очень хорошие слова. Как его здесь написано, здорово. Красиво смотрится, нет?
Да, блестящая награда. Я от всей души хочу вам сказать большое спасибо за такое доброе отношение к нашей работе, к нашей дружбе. Это здорово. Это просто, скажу, для нас большой подарок. Спасибо вам большое. Здоровья Спасибо. и главное, спасибо.